Это «Вести Татарстана». Мы продолжаем выпуск. Стихи потомкам дошли до адресата. Дело за малым разобрать, что хотел сказать предок. За этим мы приехали в Казань потомки Евгения Баратынского. В 1918 году правнучка поэта Ольга Баратынская вместе с супругом Кириллом Ильиным эмигрировали в Америку. Анна Маклейн не могла сдержать слезы, когда сегодня была на кладбище в селе Аркатово в Пестричинском районе. Полуразрушенные надгробия могилы Ильиных – представителей старинного дворянского рода. Баратынские и Ильины породнились, когда правнучка поэта Ольга вышла замуж за белого офицера Кирилла Ильина. У них родился сын Борис, отец Анны Маклейн. В 1918 году, когда Борису было всего 9 дней, семья сбежала из России. С тех пор род Баратынских продолжается в США. Для меня большая проблема то, что я не говорю по-русски. Две мои старшие сестры учили русский язык, но я в свое время не стала этого делать. Сейчас я очень об этом жалею, я бы очень хотела говорить по-русски. Но я рада, что моя дочь Анна Оливия учит русский язык. Анна Оливия 2 года назад начала учить русский язык. Своему младшему брату Харрису она читает стихотворение Баратынского, которое он в 1828 году адресовал своим потомкам. Правда, до конца понять, что же хотел донести до них прадед, пока не получается. Уж слишком сильно, жалуется Анна, изменился русский язык. Я не очень хорошо говорю по-русски. Я не вспомнила ничего, но я читала немного. Это трудно, потому что это старый язык, который он написал. Анна Маклейн пошла по стопам знаменитого предка. Она тоже пишет сейчас книгу о жизни своей бабушки Ольги Баратынской. Чтобы собрать побольше информации, и приехала в Россию. С ней не только родные, но и друзья. Они говорят, что в Америке многие симпатизируют России и любят русскую культуру. И жаль, что в политике все по-другому. Я думаю, что новости и люди – это не одно и то же. Я с радостью ехала в Россию. У меня не было никаких предрассудков. Я считаю себя наполовину русской. И мой сын на Олимпиаде болел за российскую команду. Он гордился ей и в школе всем об этом рассказывал. Гости очень удивлены тому, с каким трепетом относятся в Казани к их предку. Они побывали в музее Баратынского и в поселке Каймары, где находилась загородная усадьба поэта. Не исключено, что книга Анны Маклейн об эмиграции ее бабушки и деда станет сценарием для кинофильма. Переговоры об этом уже ведутся с правнуком Баратынского, отцом Анны. Светлана Салманова, Дарья Турцева, Александр Решоткин. Вести Татарстан.